В городе Душанбе в соответствии с основным планом действий правительства страны в Шанхайской организации сотрудничества на 2020-2021 годы прошло 6-е заседание министров сельского хозяйства государств-членов ШОС. В заседании в онлайн-режиме приняли участие руководители структур по продовольственной безопасности, ветеринарии, фитосанитарной и карантинной защите растений. Обсуждены вопросы продовольственной безопасности в период распространения COVID-19, поддержки совместного проекта глав государств ШОС по продовольственной безопасности, утверждение концепции создания демонстрационной базы ШОС для обмена и изучения сельскохозяйственных технологий и утверждение плана практического исполнения меморандума между уполномоченными органами стран-членов ШОС о техническом сотрудничестве в области совместной профилактики и контроля над транснациональными эпизоотическими заболеваниями. Было также отмечено, что пандемия повлияла на систему продовольствия во всем мире, в том числе в регионе ШОС. В связи с этим правительство Республики Таджикистан приняты меры для уменьшения негативного воздействия, а также предусмотрены льготы земледельцам по полному обеспечению продовольственной безопасности. Руководители делегации утвердили концепцию создания демонстрационной базы ШОС по обмену и изучению сельскохозяйственных технологий, приветствовали ее издание во взаимовыгодных направлениях на добровольных и равноправных принципах. Наравне с другими регионами страны в районе Шамсидина-Шохен Хатлонской области климатические условия позволяют местным садоводам активно развивать данную отрасль. В текущем году труженики на площади более 37 гектаров разбили новые фруктовые сады. Из общего числа 4 гектара отведены под интенсивные сады яблонь. Садоводы дихканского хозяйства Анджироб на определенных участках селения имени Нуридина Махмудова провели агротехнические работы и стартовали к возведению новых садов. Нужно отметить, что садоводство является одной из ключевых отраслей сельского хозяйства страны, способна обеспечить внутренний рынок страны продовольствием, повысить экспортный потенциал республики и обеспечить население постоянной работой. Фахрубод является одним из аграрных регионов по производству и импорту сочных овощей и фруктов республики. В данном контексте местные садоводы ежедневно занимаются сбором урожая ранних овощей и фруктов, обеспечивая тем самым местные рынки качественными и экологически чистыми продуктами питания. Дихканское хозяйство Асадуло является одним из хозяйств, особое внимание которой труженики уделяют деятельности сектора. На балансе хозяйства имеется порядка 100 гектаров пахотных земель, где в основном выращиваются фруктовые деревья, как персик, слива, абрикосы и яблони. По мнению садоводов, в текущем году урожайность яблонь, чем в прошлые годы, намного больше. Для сохранения этого полезного фрукта уделяется особое внимание. Польза яблок для организма человека огромна. Яблоко – это один из самых вкусных и доступных фруктов. Переоценить полезные свойства яблока для человека практически невозможно. Это настоящая сокровищница витаминов и микроэлементов, баланс которых в организме способствует его омоложению и является основой крепкого иммунитета. Общий показатель площадей для повторного сева овощных культур в районе Кубадян составляет более 200 гектаров земли. В современном мире для развития агротехнического сектора внедряются новые методы. По словам тружеников, путем проведения правильных агротехнических работ из 1 килограмма картофеля можно получить 10 килограммов урожая. Для успешного сева семян хлопка-сырца здесь также уделяется особое внимание. Сельхозработники данного района в настоящее время активно ведут аграрные работы для получения плодородных урожаев. На основании постановления правительства страны о реализации плана действий по социально-экономическому развитию района на период 2014-2019 годы в данном районе особое значение имеет производство сельскохозяйственной продукции и развитие сектора. За последние 2 года при непосредственной поддержке правительства страны в целях развития, улучшения и предоставления медицинской помощи населению в городе Ходжан Сагдийской области разрабатывается и внедряются ряд различных видов инвестиционных программ. В данном контексте в медицинском учреждении номер 1 в целях успешной реализации намеченных планов и прогрессирования в области предоставления качественных медицинских услуг предпринимаются ответственные меры. Система здравоохранения страны в годы независимости развивалась в лучшую сторону.
сторону и применяла ряд комплексных перемен, направленных на переход к новой системе здравоохранения, которая включила в себя иные механизмы управления, финансирования и функционирования. Благодаря государственной поддержке данная сфера остается основным финансирующим органом и поставщиком услуг здравоохранения в стране. На сегодня все медицинские учреждения Сагдийской области для тщательного обследования оснащены новыми современными медицинскими технологиями. Кроме того, ежегодно при поддержке правительства, в содействии с исполнительным органом государственной власти области во всех здравницах проводятся ремонтно-монтажные работы. В государственном учреждении «Парк культуры и отдыха» имени Абулкасыма Фирдауси столицы состоялся конкурс хлеба и хлебобулочных изделий под названием «Хлеб, достойный каждого дастархана». Пекари представили жителям и гостям столицы способы приготовления таджикского хлеба, в том числе чапути, сатре, малые и большие кульчи, фатир, тахмол, урзок, фатири-каткат, калама, красная и белая халва, а также другую продукцию, приготовленную из пшеничной муки. Основной целью конкурса является возрождение национальных традиций и популяризация лучших традиций предков по выпечке лепешек, привитие уважения к хлебу и навыкам выпечки, демонстрация разных сортов хлеба в регионах страны, привлечение внимания и повышение интереса жителей к бережливому отношению к хлебу, возрождение и пропаганда видов хлеба и хлебобулочной продукции. Напомним, что уже несколько лет в столице с особой торжественностью проходят конкурс хлеба и хлебобулочных изделий «Хлеб, достойный каждого дастархана», Оши-Палав, фестиваль блюда и воздушные шары, весенний фестиваль национальных блюд, национальные салаты, мороженые и прохладительные напитки и другие торжества.